Первыми почетными членами Общественной палаты Абхазии стали выдающиеся государственные и общественные деятели Сыкрат Джинджоля, Людмила Лолова, а также первый секретарь Общественной палаты Нателла Акаба. Им вручили удостоверения и благодарственные письма. Наша главная задача была, она и остается, это достижение баланса интересов людей, общественных организаций, политических партий с властью. Вот это главное в государстве. И что-то удавалось, что-то не удавалось, но накоплен уже какой-то определенный опыт, кстати, неплохой, так сказать. Вот опираешься на этот опыт, на все то, что сделано, учитывая все ошибки прошлых лет, я думаю, что Общественная палата следующих созывов этого будет двигаться вперед. Коллеги и давние друзья делились теплыми воспоминаниями и отмечали их неоценимый вклад в развитие гражданского общества республики. Сыкрат Ратевич был, знаете как, для нас человек, который как ясновидец, который делал четкую аналитику и четкий прогноз всех политических событий, которые вот шли. Мы по каждому вопросу бежали к нему, он всегда, значит, нам давал мудрый совет. И в каком-то периоде, в начале, чтобы вы знали, на самом этапе в квартире он возглавлял Народный форум Абхазии. Именно возглавил это освободительное, значит, движение, где он именно своим опытом, мудростью, вот, видением будущего направил всех, вот все направлял на какой истинный правильный путь. Мы не случайно именно этих людей попросили стать и избрали членами Общественной палаты. Потому что в соответствии с положением о почетном члене Общественной палаты разработаны критерии, в соответствии с которыми человек, гражданин Республики Абхазия, может стать почетным членом Общественной палаты. Одним из критериев это то, что это человек, который состоял, не действующий, а который состоял в Общественной палате не менее 4 раз. Созывов, не менее 4 созывов, либо не менее 2 раз был секретарем Общественной палаты. Кроме того, он, безусловно, должен пользоваться безупречной репутацией, свидетельствовать свое активное участие в общественной и государственной жизни нашей страны. Продолжением повестки дня стала официальная встреча членов Общественной палаты с послом Российской Федерации в Абхазии Вячеславом Гладковым. Ключевая тема диалога – развитие социальных проектов и гуманитарного сотрудничества. В частности, речь шла о поддержке семей и детей с ментальными нарушениями и онкологическими заболеваниями. Сегодня возвращаются 2 человека, 2 руководителя общественных организаций Абхазии, приняли решение и на неделю съездили в Россию. Они посмотрели, как выстроено взаимодействие общественной организации, Министерства здравоохранения, Министерства социальной защиты, как организовано тьюторское сопровождение в школах, как формируется поддержка семей, когда от момента диагноза, да, и момента взросления. Потому что одно дело, когда ребенок, а старше 18 лет уже по закону взрослый, и здесь возникает очень большая проблема для семей, потому что семьи по факту остаются одни с этой очень большой проблемой в зависимости от того или иного заболевания. Я надеюсь, что вот завтра мы с ними встречаемся, надеюсь, что вот эта поездка, она превратится в 2 больших проекта, которые станут образцом для других общественных организаций в качественной работе. Руководитель Центра исследований Большого Кавказа Максим Васьков рассказал о совместных проектах с Академией наук Абхазии, реализованных в Ростовской области. В частности, в Ростове-на-Дону прошел показ документального фильма о первом президенте республики Владиславе Ардзинба. Кроме того, на базе этих партнерских связей в России открылось первое профильное собрание литературы имени Ардзинба, которое уже насчитывает около 500 изданий по истории и культуре Абхазии. Уже на этот год мы запланировали проведение и с Министерством культуры Абхазии, и с нашей абхазской ростовской общиной абхазское литературное чтение. Потому что бессмертную классику, кто такой Фазиль Искандер, безусловно, знают все в России, его изучают. И замечательный автор, великий писатель, великий деятель культуры, но много замечательных абхазских авторов, которых в России вообще не знает никто. Вот возможность на русском языке прочитать абхазских авторов
представить их нашей интеллигенции. Мы надеемся, что эти проекты, они будут только началом. Участники встречи подчеркнули, что союзничество России и Абхазии крепнет не только на государственном уровне, но и благодаря живому диалогу общественных институтов и деятелей науки и культуры. Ирина Богателия, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.